Если хоть одну рыбу сейчас поймаем, это уже очень хорошо. Много лет Валерий Тихонов тщетно ходит сюда на рыбалку. Это река Шошма. Некогда она была полна рыбы, но как только стала белеть, жители утверждают, рыба стала умирать. Все, рыба вымирает. Все отходы сюда на Шошму кидают. Вот поэтому и рыба исчезает. Пескарики сдохли все. Мертвую рыбу находят в воде и на берегу, причем с каждым днем все больше. Умирают не только взрослые особи, но и мальки. Местные жители за помощью стали обращаться в различные инстанции. Они считают, в районе этот вопрос в течение нескольких лет не решается. В этом году уже обратились Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Росприроднадзор, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Общественная палата РФ, постоянно действующая комиссия по экологии, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Республиканская общественная экологическая приемная и Центральная приемная партия «Единая Россия». Мы ждем результата. Сегодня на встречу с жителями приехали экологи. Недавно они отобрали пробы и выяснили, что в воде критично превышены фосфаты и нитриты. И сегодня экологи назвали виновника экологического бедствия. Как и предполагали жители, им оказался местный молкомбинат. Нами определено, что наибольший вред оказан ООО «Арща», Балтасинский молкомбинат. По данному факту составлен протокол. Они приглашены на рассмотрение данного протокола. После вынесения наказания в виде штрафа им еще будет предъявлен расчет ущерба для возмещения вреда окружающей среде. В конце июня, когда мы снимали репортаж о загрязненной Шошме, представитель Балтасинского молкомбината утверждал, что они сливают в реку только очищенную воду, а в белый цвет реку окрашивают растения. У нас в воде присутствует частичный фосфат. Из-за этого фосфата начинает цветение воды. И вот эти цветы как бы дают белый цвет. Однако отсюда видно, что эта белесая вода вытекает ровно из этой трубы. И если приглядеться, видно, что сточные воды оставляют точные границы, которые делят воду на белую и сравнительно чистую. Здесь она смешивается и получается что-то похожее на молочную пенку. Труба принадлежит Балтасинскому молкомбинату. Теперь, по словам экологов, его собственнику, обществу «Арща», грозит штраф. Пока это 80 тысяч рублей. Сумма может вырасти до 300 тысяч. Сейчас к расследованию дела подключились сотрудники Госкомитета по биоресурсам. Они подсчитают урон природе от действий нарушителя. К этой теме мы еще вернемся в выпусках новостей. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Балтасинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.